продвинемся глубже 2 сантиметров, то где-то на глубине 3,5 вы почувствуете, что игла ваша уже в пустоте. Это она попала у входа в крыловидную яму. Это будет туберальный путь центральной анестезии. Первый способ. Если мы пойдем иглой через глазницу, был такой способ в свое время, да. По дну глазницы, пойдем через нижнюю глазничную щель, мы опять попадаем в крыловидную яму. Как туда пройти? Через отверстие? Поднимаешься зрачок наверх. Значит, мы, если вам интересна технология, то она такая. Находим середину нижнего края глазницы, потом отступаем от нее немножко ближе к этому, чтобы мы шли по нижнему краю ближе к наружной стенке. Шприц сразу вот так поднимают, вот, чтобы вы чувствовали кость внизу. Больного просят смотреть вверх. Тогда глаз у него кверху закатывается. И вот, выпуская анестетик, вы идете обязательно в контакте с костью, пока не почувствуете, что игла в пустоту попала. Это момент, когда она выходит через нижнюю глазничную щель в крыловидную яму. Это прям вверху делаете, да? Да, через кожу. Способ воина Есенинского. Его предложил профессор из Симферополя. Был в то время священник. Да. И медик тоже. Вот. Воин Есенинский. Значит, пойдем дальше. Следующий путь. Можно подойти через большое небное отверстие. Если мы войдем иглой в большое небное отверстие и начнем двигаться, мы войдем в крылонебный канал, а канал открывается тоже в крылонебную яму. Есть путь, который практически никогда не использовался в практике. Вот, допустим, мне в свое время приходилось все эти пути делать, за исключением, конечно, глазничного, не было в этом необходимости. А этот тем более никогда я не применял. Смотрите, укол делают возле наружного края брови, и начинаете двигаться через толщу височной мышцы, по кости тоже. По крылу основной кости спускаетесь, опять попадаете ко входу в крыловидную яму. Способ Фетисова, так называемый. Так. И, наконец, есть два пути, получается 4-й и 5-й, которые делаются в области скуловой дуги. Эти пути в свое время были предложены, но они усовершенствованы в 50-х годах. Способ Вайсблата называется. Вайсблат. Вайсблат. Значит, есть путь, когда игла идет под нижним краем скуловой дуги, через полулунную вырезку и попадает к овальному отверстию. А поэтому этот способ просит пациента открыть рот, да? И Закрытым. вы попадете и так. Как раз рот должен быть закрыт, чтобы вы не Это же повредили ничего. там наружно. Так вот, смотрите, по старому способу, когда делали, врач просто руководствовался своим знанием анатомии и сразу старался попасть к отверстию. При этом игла могла проколоть иногда внутреннюю оболочечную артерию, менингея медиа, сильное кровотечение было, а иногда попадала в евстахиевую трубу. То есть это серьезные осложнения были. А Вайсблат что сделал? Он измерил несколько десятков черепов. Он нашел такую закономерность, что если человеку нарисовать линию прямую на коже, вот, наружный край глаза, вот, и основание козелка уха. Вот эти две точки вы соединяете прямой линией по нижнему краю скуловой дуги. Прямо чертят вот так, зеленкой или йода линию. И точно находим ее середину. Так вот, середина этой линии – это проекция на кожу вот этого отростка. Как называется отросток? Крыловидный отросток. Какой кости? Основание. Основание черепа. Основной кости. Не основание черепа, а основной кости. И вот, после того, как он этот ориентир предложил, анестезия стала совершенно безопасной. Вы ничего не раните, если будете правильно все делать. Нашли это место, расчертили, делаете укол по нижнему краю скуловой дуги и
начинаете двигаться вглубь. В итоге вы почувствуете, что вы уперлись во что-то твердое. Глубина будет зависеть от того, какое у человека лицо. Узкое и худое или широкое такое круглое. Если широкое круглое, то это будет где-то на глубине до 5,5 сантиметров. А если лицо узкое, то и 3,5 бывает. Да, 3,5 и 3,7. Но для центральной анестезии всегда есть специальные иглы. Они длиной 10-15 сантиметров. Вот такие. Чтобы снаружи торчал больше несу. И вот вы дошли до препятствия. Значит, ваша игла попала в крыловидный отросток основной кости. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Вот я опять поворачиваю, чтобы вам было видно основание черепа. Если мы кончик иглы повернем кпереди, значит мы потом попадем в крылонебную ямку и выключим какую ветку? Верхнечелюстную. Вторую, да? А если мы повернем в сторону уха, то мы попадем к овальному отверстию и выключим мандибулярис. То есть из этой позиции можно выключить или тот нерв, или другой, как вы захотите. Как мы действуем дальше? Вот мы дошли до кости. Нам нужно выключить верхнюю челюсть. Мы вытаскиваем, извлекаем иглу наполовину почти до подкожной клетчатки. И теперь нам нужно ее кончик повернуть, получается, в сторону глаза. Да, впереди. Вот больной сидит боком, мы поворачиваем впереди. На какой угол? Значит, этот угол определяют таким образом. Вот смотрите, поршень шприца. Мы иглу поворачиваем впереди, а поршень пойдет сзади. Смещение на 1 сантиметр, вот, это нужный угол. И потом на ту же глубину, под этим углом, вы опять идете вглубь. И ваша игла окажется у входа в крылонебную ямку, вы выключите вторую ямку. Если все то же самое сделаете, но иглу повернете к уху, вы выключите третью ветку. Тоже сантиметр туда. Тоже на сантиметр смещается. 2 сантиметра это расстояние между ними, да? Вот этот способ войсблата называется подскуло-крыловидный. Почему? Потому что вы колите подскуловой дугой, а попадаете на крыловидный отросток. Способ называется подскуло-крыловидный. Вот во времена Вайсблата, он это предложил где-то в 50-х годах после войны, было очень много заболеваний сустава после голодовки, которая заканчивалась анкилозом. Что при анкилозе происходит? При анкилозе срастается вот тут сустав, и часто даже костью зарастает полулунная вырезка. Поэтому пройти этим путем не было возможности. Он предложил вариацию, когда колят не по нижнему краю, а вот тут по верхнему. Все остальное будет то же самое. Вот вы выйдете отсюда, а потом поворачиваете. Значит, есть надскулокрыловидный. Под. Есть под, а есть над. Вот это последнее, это над. Вот я вам 5 путей анестезии у круглого отверстия. Теперь есть 4 пути для анестезии.